Жизненная история, она у всех разная, так скажем, но их объединяет всех одна беда. Беда в том, что у них тяжелые бытовые условия, у многих проблемы с трудоустройством. Как быть с теми людьми, которые получат этот кредит? Это все хорошо звучит. Дали деньги, Залоговое обеспечение да, нужно. и человек перестал платить. Вот представьте, семья молодая, взяла в кредит деньги, купила квартиру, сделала ремонт, мебель, обжилась, работает, проходит 5 лет уже, надо, я пример, 15 лет обслуживать, проходит 5-7 лет, и он перестает платить. 20 лет, правда, жила без удобства. Это все. Ну, сейчас первый раз всегда зашли сюда, в первую очередь в зал, прохожу и удобство сделали. Рита Жиба – вдова с 3 детьми из Нижней Ишеры. Муж умер, когда дети были малолетние. Все бы ничего, но своего жилья у Риты не было. А накопить, работая санитаркой в больнице, да еще и с инвалидностью, оказалось нереально. 5 лет назад добрые люди поселили семью в свой пустующий дом. Но в любой момент Риту могли попросить съехать. Я работаю в детской больнице санитарочки. Но я часто тоже там как-то работаю. Я по здоровью тоже ушла, 2 года не работала, сейчас опять работаю. У меня со здоровьем тоже такого нету тоже просто. Да, сейчас тоже работаю. Я сама вообще-то Новый Афон. В Ишерах замужем. Да. Уже я живу 25 лет в Ишерах. Родственники мужа там как-то могли вам помочь или? Они так как-то, знаешь, живут все как-то хорошо относятся. А так помочь, да, тяжело всем. Сейчас что кому скажешь, как-то помогите, 3 детей, сами знаете, чуть-чуть сложновато было. История Риты не единственная. Большинству сложно накопить на квартиру в городе. Вот и приходится часть своих сбережений отдавать за аренду жилья. Как тут не вспомнить послевоенные годы, когда бесконтрольно занимали по 3, а то и 5 трофейных квартир и оформляли. В итоге жилищного фонда у государства нет, а достроить хотя бы одну 9-этажку советских времен, по некоторым оценкам, дорого. Жилищная программа, которая была запущена в 2021 году, охватывает не всех, а только тех, кто в жилье нуждается особо. В этой категории инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, многодетная семья, где 3 и более детей, семьи погибших – сироты. Данные средства выделяемой программы, и учитывая, да, там сегодняшний рынок недвижимости, да, в Абхазии, то, естественно, эти средства больше рассчитаны в помощь приобретении. Возможно, и такого рода, конечно, да, вот, ну, в таком формате, то есть если семья располагает какими-то средствами, то данные средства являются в помощь приобретению, да, там, той или иной жилплощади. Но расчет средств на семью исходит из состава семьи. То есть по количеству состава семьи. Значит, но максимальный порог это 1 200 000. Допустим, там семья состоит из 4-5 человек, допустим, это 1 000 000, там из более, это вот уже 1 200 000, но не более 1 000 000. Жизненная история, она у всех разная, так скажем, но их объединяет всех одна беда. Беда в том, что у них тяжелые бытовые условия. У многих проблемы с трудоустройством. Не все сегодня могут себе позволить, да, там, снимать жилплощадь за 30 000 рублей и, так образно говоря, а также сверху еще воспитывать, еще зарабатывать средства, чтобы воспитывать 4-5 детей. Еще, к сожалению, вот хоть один такой момент, у нас острая фаза, так скажем, данная проблема настигает в период, когда приходит курортный летний сезон. В плане чего у нас наши участники программы, которые даже имеют возможность арендовать жилплощадь, их всех пытаются уговорить на 3-4 месяца освободить квартиру, потому что, ну, у хозяев, собственников другие цели на этот период. Чаще в городской среде. Ну, они так, как все в основном снимают в городе Сухум. Вот. И их всех заселяют только до мая. Потом многие не хотят с многодетными детьми сдавать квартиру. То есть это то, что к нам люди приходят, о чем рассказывают. То есть, да, вот о каких проблемах. Даже люди, располагая там, да, определенными средствами для уплаты найма, да, там ежемесячно за жилье, именно они даже найти не могут подходящую жилплощадь.
для того, чтобы даже арендовать. В жилищной комиссии представители нескольких министерств, а также парламента, общественных и благотворительных организаций. Комиссия изучает документы, делает запросы в администрацию города или села о наличии жилья у заявителя и выезжает на места. Кто успешно прошел проверку, получает сертификат на сумму от 700 до 1 200 000 рублей, в зависимости от количества членов семьи. Заявитель подыскивает жилье самостоятельно. За 4 года было одобрено 231 заявление на общую сумму 200 миллионов рублей. 112 получили отказ. Очередников 339. Комиссия одобряет заявление, после чего мы выдаем им сертификат, где прописывается сумма, которая предоставлена по какой программе, и после чего уже заявитель приступает к поиску подходящей жилплощади. После того, как он, значит, находит себе жилплощадь, он совершает договор купли-продажи, сделку купли-продажи на основании выданного нами сертификата. После чего он уже договор, домовую книгу, паспорта, расчетный счет продавца, потому что мы деньги оплачиваем только продавцу, то есть мы на руки или на какой-либо счет нашим участникам программы мы не выдаем средства. После того, когда мы уже убедились, что, значит, сделка совершена и наш участник программы приобрел жилплощадь, и проверяем данную жилплощадь, что она пригодна для проживания, то мы уже оплачиваем продавцу те средства, которые ранее были выданы нашему участнику. То есть отправляем, естественно, уже как в рабочем порядке Министерства финансов, заявку оттуда уже на расчетный счет продавца. К сожалению, не у всех получается приобрести жилплощадь, кто-то в процессе ремонта, кто-то там, всячески как-то приводят надлежащий порядок для того, чтобы они дальше могли там проживать. Не все могут вовремя находить жилплощадь. У нас сегодня еще 39 участников программы не приобрели жилплощадь. И эти участники программы разных годов, 21, 22, 23 и 24 годов до сих пор еще не приобрели. Вот количество 39 семей, они еще в поиске подходящего. Вот мы рассмотрели заявление комиссии. Сертификаты им выданы? Сертификаты у них на руках, средства программы, они на счету. Мы просто ждем, как только, значит, наши граждане приобретут жилплощадь, мы совершаем, как они совершат сделку, мы уже производим оплату. Как рассказывает Рита Жиба, она обратилась в Минсоцобеспечение, как только узнала о программе, заполнила анкету, собрала необходимые документы. Подвернулась двухкомнатная квартира по улице Авицба в Нижней Ишере за 300 000 рублей. Двухкомнатная квартира. Что удалось сделать? Кухни сами видите, без ремонта. Я удалось чуть-чуть вот это освежить, вот эту прохожку, освежить зал. Чистенько, чтобы сидели тоже. Вот, и все. Как-то они. И все. И вот спальни, вот сами видите, без ремонта. Пока как мы зашли, так и остались тоже. Вот. Спальня без ремонта. И все. Но это пластиковые окна, они были здесь, только в зале нету. И все там как-то холодно. Здесь как-то вот здесь так. Комната ваших детей, да? Да, вот это детям как-то спальня, не знаю, пока без ремонта. Нету как-то пока возможность, чтобы делать. В квартире еще много работы, но в первую очередь нужно заменить электропроводку, прогнившие окна и входную дверь, которая держится на честном слове. Но Рита довольствуется малым, не жалуется и не унывает. Главное, есть крыша над головой. Провода, да, у меня зал только поменяла, вот это провода, как-то зашли, временно сделали провода. Надо поменять, электрика нужна у меня. И зал, пластиковые окна нужна, там, по-моему, все заклеено, как-то мы ничего не могли сделать, правда. Как зашли уже как-то 2 года будет, мы в зал чуть-чуть свежить, и вот этот зал мы просто в первую очередь сделали, и вода горячая, мы сделали как-то свое удобство, чтобы детям было, и все. До этого у вас все удобства были на улице? Все на улице были, да, мы 20 лет, правда, жила без удобства. А вот та мебель, которая стоит, она... А это все свое. Здесь была, да, старая, все это с их мебель. Здесь что покупали, так и двери, так и были. Вот эти двери и окна, вот это и были, они когда купили. Были истории, когда обнаруживался дом в селе, покинутый его хозяевами и пришедший в ветхое состояние. Да, и они тоже хотят поддержки от государства в приобретении квартиры в городе. Но у таких заявителей шанса нет.
За 4 года было отказано 112 участникам программы. Мы в первую очередь должны удостовериться в том, что у заявителя на момент обращения он не обладает жилплощадью, и ранее он не обладал. Это единственный критерий, по которому, значит, комиссия вправе принять решение об отказе. То есть, если заявитель обратился к нам, подал все соответствующие документы, нами проводится работа. А проверяете вы, Да, выезжаете на мы место? проверяем, мы также составляем соответствующие акты для, значит, удостоверения того, обладал ли человек жилплощадью, не обладал. Отправляем соответствующие запросы ты или районные города, значит, получаем всю соответствующую информацию, после мы уже направляем на комиссию. Большая часть количества людей — это те люди, которые в какой-то промежуток времени оставили свои сельские дома, с целью трудоустройства, там, заработка выехали в город, создали семью, возвращаться они, то промежуток они определенный пропустили в жизни, когда их дома уже пришли в негодность. И получилась такая жизненная ситуация у них, что они не могут восстановить свой сельский дом, а приобрести новый также в городе не могут, и как бы фактически они остались без жилья. Из-за отсутствия в свое время там, работы и многих других факторов, то есть как бы сегодня получилось так, что многие сельские дома они пришли в упадок, то есть в плане того, что они не подлежат ни восстановлению, ни проживанию, естественно. Где-то нами было найдено в каком-то районе, что у него есть собственность, где ранний заявитель скрыл об этом, не предоставив соответствующую справку. Мы направили запросы, получили. Или такие нормы, как, например, что человек уже обладал и продал там не раз, не два, но все-таки обратился еще раз к нам с целью предоставить ему. Ну, человек на что-то рассчитывал обмануть государство. Такие факторы, к сожалению, тоже имеют место быть. И когда мы устанавливаем данный факт, естественно, комиссия отказывает. Ну, слава богу, таких моментов, как бы единичные случаи, именно когда вот пытаются что-то скрыть. География жилищных предпочтений сводится в основном к Сухуму, хотя есть и отдельные случаи переезда в другой район республики. Не рассчитано, что заявитель именно должен приобрести жилплощадь в каком-то районе. То есть на всей территории Республики Абхазия действие данной программы распространяется, в том числе и право приобретения участникам жилплощади. Мы со своей стороны, как ответственный орган, и понимая, что во избежание недопустимости того, что данная программа, наряду с тем, что она показывает помощь в приобретении жилплощади и нуждающимся гражданам, еще бы способствовала внутренней какой-то миграции всех в один район или в один город. То есть мы по мере тех возможностей, которые мы сегодня обладаем, мы контролируем данный процесс. То есть мы исходим из того, что где последние 5 лет данная семья проживает, в каком районе, где они трудоустроены, то есть где там, в каком районе учатся их дети. То есть и по данному направлению пытаемся как бы больше ставить акцент на то, чтобы граждане приобретали в том районе жилплощадь, где они проживают более 5 лет. Получается? Ну, не всегда, конечно, но и моменты тоже имеют. У нас даже есть такие случаи, когда люди из Сухума уезжают в другой район. То есть не все всегда в Сухум. Но, конечно, основная часть и всех тех, кому мы предоставили данную помощь, приобретает, конечно, в процентном соотношении процентов 60, это все в городе Сухум. Участников программы предупреждают, недвижимость, приобретенная при поддержке государства, может быть продана, но исключительно с целью улучшения жилищных условий. Участник программы не вправе продавать или отчуждать себе жилплощадь. Он может, и только мы разрешаем одобрение в том плане, когда он улучшает свои жилищные условия. Для этого, для контроля мы отправляем в районы, в города по месту приобретения, значит, нашим участникам жилья соответствующий документ о том, что при совершении каких-либо там сделок по данному адресу, то есть извещать Министерство социального обеспечения, после чего, когда если мы убедились в том, что участник программы хочет улучшить свои жилищные условия, приобрести другую жилплощадь, лучше того, чем он сегодня проживает, то мы, конечно, одобряем данную процедуру, и уже наш участник проживает в том же площади, которую нашел.
Ранее квартирный вопрос периодически выводил людей на улицы. В 2023 году была попытка нуждающихся в жилье семей занять девятиэтажку без окон и дверей в новом районе столицы. Они заявляли о желании отремонтировать здание и заселиться. Это была не первая акция и отражала всю остроту проблемы. Сегодня уже кто-то из участников акции смог приобрести жилье по программе. Многие участники того случая стояли у нас на учете по программе. Некоторые из них, которые попадали под наши критерии, категории, значит, они уже приобрели и проживают, а те, которые пока кто-то из них в порядке очереди стоит. Потому что у нас, как я ранее до этого говорил, есть приоритетность среди этих категорий, которые у нас есть. У нас пока еще не рассматривался вопрос по категориям 3 и 4 детей. Мы пока до них в порядке очереди еще не дошли. И, конечно, это прямо в самой программе самый такой острый вопрос, вернее, то есть рассмотрение данной категории. Я думаю, что уже по завершению своей работы в текущем году, то есть так как уже есть поручение о продлении данной программы, то есть в него будут внесены определенные корректировки ввиду того, что у нас вот две категории, которые уже почти 4 года ожидают своей очереди. В контексте наболевшей жилищной тематики приводят в пример международный опыт жилищного ипотечного кредитования, когда приобретается квартира в долгосрочный кредит под сравнительно низкие проценты. Ранее в одном из интервью нашей программе председатель Банка Абхазии Беслан Баратели отметил, что в этом вопросе все упирается в возможности государства, заинтересованность банков, а главное – обеспечение возвратности кредитов. Проблемы ипотеки решаются государством, особенно если идет о льготном кредитовании. Здесь возникает 3 вопроса. Первый вопрос, где взять такое количество денег? Давайте на конкретном примере рассмотрим. Как вы считаете, много это или мало, если в Абхазии, допустим, будет выдано 100 кредитов в год? Это немного, правильно? 100 кредитов не решат эту проблему. То есть будет выстроена очередь огромная из желающих получить ипотеку. 100 заемщиков в год – это очень мало. Но даже остановимся на 100 кредитах. Средний размер квартиры сколько это миллионов? 2-3, наверное, думаю, где-то так. Ну, в зависимости от района. Ну да, в среднем. 3 миллиона на 100 человек, на 100 кредитов – это 300 миллионов. То есть банк должен выделить 300 миллионов на то, чтобы удовлетворить потребности 100 семей. Но эти деньги ведь выдаются на лет 20, на 15, это не на один год. Это длинный кредит. Конечно, ипотеку выдают на десятилетия, там за 2 года человек не может расплатиться по ипотеке. Соответственно, в этом году надо выделить 300 миллионов, в следующем году еще 300, в следующем году еще 300, и за 10 лет 3 миллиарда рублей. Первый вопрос главный. Где взять такое количество денег? А деньги откуда берется в стране, которая не печатает деньги? Только если принесут вкладчики, допустим. Принесут вкладчики такое количество денег и оставят на 10 лет, тогда, конечно, появится. Второй вопрос. По какой ставке давать эти кредиты по ипотекам? Понятное дело, банк – это коммерческая структура. Точно такая же, как и тот же предприниматель, который приходит в банк за кредитом. Вот они ничем не отличаются. Как предприниматель, приходящий в банк за кредитом, хочет заработать денег, потому что у него такой бизнес. То же самое коммерческий банк – это точно такой же предприниматель, который также зарабатывает деньги, только в сфере банковского дела. А по сути, создание банка и цель его существования – это тоже заработать прибыль. Второй вопрос следующий. Допустим, у банка нашлись эти 300 миллионов. Как вы думаете, ему лучше дать под 24-36% населению, если есть спрос устойчивый, либо льготный кредит под 10% в убыток себе? Конечно, банк выберет, поскольку его задача зарабатывать, не решать социальные вопросы. Он, естественно, будет предоставлять, значит, этому человеку. И третий вопрос, очень острый в Абхазии, который стоит. Как быть с теми людьми, которые получат этот кредит? Это все хорошо звучит. Дали деньги, да, и человек перестал платить. Вот представьте, семья молодая взяла в кредит деньги, купила квартиру, сделала ремонт, мебель, обжилась, работает, проходит 5 лет уже, надо, я пример, 15 лет обслуживать, проходит 5-7 лет, и он перестает платить по разным обстоятельствам.
что делать банку с этим человеком, с этим заемщиком, с молодой семьей, скорее всего, там дети и так далее. То есть вставать в конфликт, выселять. Это очень сложно. Для банка я бы сказал, что эта тема вообще сегодня не актуальна и даже не стоит на В повестке. России ипотечное кредитование субсидируется государством. Теперь вторая часть, о которой я хотел бы сказать. В некоторых странах государство, которое определяет, что таким семьям, каким-то определенным категориям нужно помочь, государство тогда закладывает в бюджет субсидирование процентов. Закладывает. То есть, условно говоря, в той же Российской Федерации правительство понимает, что банкам невыгодно на 10 лет отвлекать деньги из оборота и предоставлять под низкие проценты, когда можно заработать в другом направлении. Да ведь? И, соответственно, в бюджет страны, в бюджет Российской Федерации закладываются деньги на то, чтобы банку субсидировать процент. Условно говоря, сейчас придумываю, банк предоставляет кредит по 24%, там заемщику предоставляют по 10%, заемщик платит, а 14% из бюджета. Банку ведь нет разницы, кто заплатит проценты, государство или заемщик. И банку тогда нет смысла бояться по процентам. Даже и лучше, если государство будет гарантированно платить процент. Сегодня в Абхазии могут позволить себе ипотечный, то есть вступить с банком в такой договор. Это те люди, которые не обратятся никогда в эту же программу, потому что это другая категория, это совсем другая категория. Та категория людей сегодня, которая обращается к нам в программу, к сожалению, она не может себе позволить вступить с банком в договор ипотечного кредитования. Для такой категории людей должна существовать такого рода программа, где государство полностью будет оказывать им помощь. Продолжение темы возвратности кредитов. Одну из государственных целевых программ 2019 года по улучшению жилищных условий пришлось свернуть. По ней государство выделяло беспроцентные средства на покупку жилья. В месяц нужно было выплачивать всего 3000 рублей. Так вот, из 42 участников программы деньги государству вернули всего 3 семьи. Остальные оградились глухим забором и не отвечали на звонки. Что касается реализации программы, 2 программ в 2019 году. Одна программа, финансирование которой составляло 10 миллионов, подразумевала безвозмездное предоставление финансовой помощи определенным категориям. Другая программа финансирования составляла 30 миллионов в год, где подразумевалось предоставление средств с частичным возвратом. Составлялось соответствующее соглашение, где заявитель прописывал ту сумму, которую он в состоянии возвращать ежемесячно. Это что-то типа ипотеки. Да, но это ипотека, это процент, ипотека это там. Здесь было вообще без процента, наоборот, тут еще была такая льгота еще была, допустим, там, если молодая семья, рождается ребенок, то при рождении каждого ребенка сумма уменьшалась возврата. И процента никакого не было предусмотрено. В идеале эта программа должна была бы работать просто на 5 с плюсом, так скажем, да, по пятибалльной шкале. Но на практике программа не заработала. Ввиду чего? Кому мы предоставили, жилплощадь? 42 семьям. По 42 участника по данной программе 300 миллионов по возвратности смогли приобрести. Результат был такой, что после заключения с ними соглашения, многие, которые даже отказались от заключения соглашения, 3 семьи из 42 сделали возврат. Кто-то 2 месяца оплатил, кто-то за 3 месяца оплатил. Сумма возврата ежемесячно составляла 3-4 тысячи рублей. То есть мы исходили из той логики, допустим, если человек на тот период, 2019 год, допустим, аренда жилья стоила 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, так скажем, ему тяжело данную сумму возвращать и обременять им тем же самым, то есть государство решило, наоборот, минимизировать возврат в плане размер ежемесячный. Это, 3 тысячи рублей в месяц. Но никто не смог вернуть никакие средства, ввиду чего в 2021 году все те, кому были предоставлены, возвратная часть средств, были в качестве льготы освобождены. То есть к ним применили льготу, освободить от уплаты и сделать средства безвозмездные. Ввиду чего в 2021 году изменили программу, сократили категории и сделали ее безвозмездной.
Потом уже в 2023 году увеличили финансирование с 40 на 60 миллионов ежегодно, и сегодня финансирование составляет 60 миллионов рублей. Жилищная программа завершается в этом году, но, возможно, она будет продлена. Низкие доходы и рост цен на недвижимость делают покупку квартиры для незащищенных слоев населения невозможной. А без поддержки государства элементарное желание иметь крышу над головой у многих так и останется несбыточной мечтой.